Правительство упростило процедуру подачи заявки и заключения договоров для технологического присоединения объектов к электросетям. Теперь при подаче заявки на такое подключение представителям бизнеса не придется предоставлять выписку из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также копии паспортов, если заявка подается через единый портал госуслуг. При подаче заявки на заключение договора теперь не нужно предоставлять копии свидетельства о регистрации организации или ИП, а также копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. В России появится федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды. Главной задачей в ГИС станет сбор и обработка данных о состоянии окружающей среды, а также прогнозирование и анализ изменений ее состояния под воздействием естественных и антропогенных факторов. Постановление об утверждении положения о новом информационном ресурсе подписал Михаил Мишустин. В системе будут данные о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв и других компонентов природной среды. В период священного месяца Рамадан отдел торговой деятельности Минпромсвязи Ингушетии ежедневно проводит мониторинг цен на продукты питания. Несмотря на проводимые мероприятия, все же наблюдается увеличение цен на некоторые позиции товаров. Минпромсвязи Ингушетии совместно с органами местного самоуправления оперативно реагируют на указанные изменения. Данная ситуация продиктована условиями рынка. Возрастание спроса на продукты всегда сопровождается увеличением цен. Ингушетия участвует в международной туристической выставке МИД-2024. Исполняющий обязанности председателя Комитета по туризму Республики Магомед Суроев рассказал, что регион представляет в Москве туристический потенциал, республиканскую продукцию, мед, сувениры, яблоки, подарочные наборы, изделия из рыбьей кожи, а также ведущих ингушских туроператоров. Выставка МИД – международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. Ингушетия получила из федерального бюджета 30 миллионов рублей на развитие туризма в 2024 году. По СКФО наибольшую сумму получил Ставропольский край – 210 миллионов рублей. Дагестан получил 104 миллиона 900 тысяч, Карачаево-Черкесия – 41 миллион 400 тысяч, по 30 миллионов получили Ингушетия, Чечня и Северная Осетия. Всего правительство выделило регионам 6 миллиардов 300 миллионов рублей. Приоритет был отдан областям с наибольшим номерным фондом. В России может появиться национальный словарный фонд. Депутаты приняли в первом чтении законопроект, в соответствии с которым в России появится единый цифровой ресурс, где будут собраны данные словарей русского языка, созданных за последние 3 века, от Пушкина до наших дней. Это будет бесплатный, общедоступный и верифицированный источник, с помощью которого каждый пользователь сможет проверить правильность написания слов и постановки ударений, узнать значение одного и того же слова в разных контекстах, подобрать синоним или фразеологизм. Как отмечено в пояснительной записке, Национальный словарный фонд будет способствовать повышению уровня общей грамотности, защите и сохранению государственного языка Российской Федерации. Правительство России одобрило законопроект, который запрещает банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Банк России также поддержал инициативу, пишет газета «Известия». Проект вносит поправки в статью 846 Гражданского кодекса и статью 26 Федерального закона о банках и банковской деятельности. Также будет изменен закон о банках. Согласно поправкам, кредитные организации будут выдавать справки со счетов и вкладов как самим подросткам, так и их законным представителям. Таким образом, родители и опекуны будут в курсе того, какие счета открывает ребенок. 12 российских спортсменов и 7 белорусских отобрались на Олимпийские игры в Париже. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Департамента Международного олимпийского комитета по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклиот. По его мнению, в лучшем случае 36 россиян и 22 белоруса смогут получить путевки. Максимальное количество путевок – 55 у россиян и 28 у белорусов. По словам Маклиода, маловероятно, что этого количества удастся достичь.